Выполнение большого спектра и объема работ по эксплуатации, ремонту и диагностике энергетического оборудования сопряжено с высоким уровнем производственных опасностей и рисков. Эксплуатируются опасные производственные объекты, действующие электроустановки напряжением до 110 кВт, проводятся работы с применением грузоподъемных механизмов, верхолазные и огневые работы при большом территориальном разбросе. В этих условиях обеспечение безопасности персонала, организация эффективной и безаварийной работы оборудования особенно актуальна. Решению этих вопросов в компании уделяется повышенное внимание. Работа ведется в двух направлениях. Первое направление – повышение уровня индивидуальной защищенности персонала путем планомерного обучения работников и повышения их профессионализма. Причиной производственных травм в 90% случаев, по статистике, является человеческий фактор. Ошибочные действия, невыполнение требований правил безопасности, неприменение работникам средств индивидуальной защиты приводят к тяжелым последствиям. Высокая степень личной ответственности каждого работника – залог снижения травматизма и безаварийной работы. Для воспитания в работниках этих качеств важнейшим фактором является проведение дней охраны труда. Программа их проведения разделена на теоретическую и практическую части. В теоретической части проводится разбор и анализ нештатных ситуаций, занятия с последующим тестированием, просмотр обучающих анимационных фильмов, направленных на снижение производственных рисков при производстве работ на энергоустановках. В практические дни проводятся занятия по организации безопасного допуска и проведения работ в электроустановках, противоаварийные и противопожарные тренировки, отрабатываются практические навыки оказания первой доврачебной помощи. Постоянно ведется работа по воспитанию в рамках чувства личной ответственности, навыков самоконтроля и взаимоконтроля персонала при производстве работ. В компании функционирует полигон визуализации основных производственных опасностей и рисков. Он помогает раскрыть потенциальные риски при обслуживании электрохозяйства, выполнению работ с грузоподъемными механизмами, работ на высоте, визуально демонстрируя последствия взрыва газовоздушной смеси. Внедрена система видеорегистрации производства работ. Организована предсменная и послесменная проверка всего персонала цехов на состояние алкогольного опьянения, наличие и исправного состояния средств индивидуальной защиты. Второе направление – это снижение уровня производственных рисков посредством применения более совершенного и безопасного оборудования, инструментов, машин и механизмов, улучшение условий труда и применение наиболее эффективных средств защиты. В числе новшеств – применение вакуумных реклоузеров, позволяющих осуществлять дистанционное переключение высоковольтных линий электропередач посредством GSM-модема, полностью исключая присутствие персонала в действующей электроустановке. Следствием стало снижение производственных рисков и транспортных расходов. Применяется тепловизионный контроль электрооборудования, позволяющий дистанционно диагностировать оборудование без подъема на высоту и приближения к токоведущим частям. Проводится диагностирование состояния железобетонных опор воздушных линий электропередач. На базе внедряемых блоков микропроцессорной защиты ведутся работы по внедрению интеллектуальной системы контроля и управления энергосистемой с пульта диспетчера. Это позволяет минимизировать ошибочные действия персонала и не требует его привлечения для проведения оперативных переключений. Проводимые мероприятия по охране труда и промышленной безопасности направлены на сохранение жизни и здоровья работников. В дальнейшем позволят исключить случаи производственного травматизма в компании «Татнефть Энергосервис».